Сейчас посмотрим. Мозгом устройства является плата Arduino Uno. Именно она будет обрабатывать информацию из датчиков и подавать команды. Далее есть плата расширения Sensor Shield 5.0. Она служит для удобства подключения датчиков к Arduino. Также есть драйвер шаговых двигателей L298N, ультразвуковой датчик HC SR04, один сервопривод SG90, батарейный отсек, болты и прочая мелочь, USB кабель, два больших колеса и по одному двигателю на каждое колесо. Ну и конечно же рама, на которой все это мы будем крепить. Самое интересное то, что в комплекте нет инструкции по сборке и скетча для прошивки Arduino, так что буду пробовать собирать, полагаясь на чутье. Первым делом закреплю два двигателя на раме с помощью вот таких штучек. Один мотор установил, остался еще один, и вот оба двигателя установлены. Надеваем на валы колеса, и уже наш робот хоть на что-то похож. Два колеса, конечно, роботу мало, так что для устойчивости прикручу еще одно колесо. Далее прикручу батарейный отсек, решил установить его сзади. А также перекрутил заднее колесо на стойке, чтобы робот стоял ровно. Посередине робота установил Arduino Uno, а снизу прикрепил и подключил драйвер двигателей. Также уже припаял сами провода к двигателям. По центру робота есть идеальное отверстие под выключатель, так что установим его туда. Идеально. Сверху на плату Arduino вставляем плату расширения. Она здесь для удобства подключения проводов к портам Arduino. После этого прикрутил сервопривод и на него установил ультразвуковой датчик. Также припаял все нужные провода и подключил датчики и прочее к пинам Arduino. Заснять это не вышло, уж больно долго разбирался и ломал голову, как что собрать и подключить. Но вы можете видеть, как это сделал я. Датчики и модули подключаются на плату расширения на соответствующие контакты. Что и к чему подключается, видно на картинке. И вот в принципе робот готов. Сверху я расположил плату Arduino с платой расширения, батарейный отсек, а также сервопривод с ультразвуковым датчиком. Снизу прикрутил драйвер двигателей и сами двигатели по одному с каждой стороны. И одно колесико посередине для устойчивости. Сборка робота – это одно, а создать скетч и залить его на Arduino – это отдельный процесс. Я прошарил весь интернет в поисках подобного, кое-что нашел и изменил под своего робота. Для начала подключаем нашего робота к компьютеру с помощью USB кабеля. Далее открываем программу Arduino и открываем наш скетч, который можете найти в описании. Во вкладке «Инструменты» выбираем нашу плату Arduino Uno, а также наш порт, к которому она подключена. В скетче я подключил две библиотеки. Одна для сервопривода, вторая для ультразвукового датчика. Библиотека сервопривода есть по стандарту в программе, а для ультразвукового датчика нужно устанавливать отдельно. Ссылка на библиотеку будет также в описании. Если датчики и модули вы подключите так же, как и я, то можете оставить скетч как и есть и залить его на Arduino. Если же вы использовали другие пины Arduino, то их нужно изменить в скетче в соответствии с вашими пинами. Первое – это цифровые пины драйвера двигателей. Я подключил его на 7, 6, 5 и 4 цифровой пин. Далее подключение ультразвукового датчика. Он подключен к аналоговым пинам А0 и А1. И последнее – это подключение сервопривода. Он подключен к 8 цифровому пину. Также очень важный параметр – это дистанция срабатывания ультразвукового датчика. Сейчас установлено 20 см, но можете этот параметр изменить, как нужно вам. Теперь заливаем прошивку на Arduino. Компиляция завершена. Все. Осталось установить батарейки и запустить нашего робота. При поднесении руки на расстояние меньше 20 см срабатывает ультразвуковой датчик. Робот махает головой и отъезжает. А теперь немного понаблюдаем за его работой. Ну что ж, робот работает и выполняет все команды, что указаны в прошивке.